Когда вы слышите слово «империя», что приходит на ум? Рим, Британия. А что если мы скажем вам, что есть народ, который не только построил свою империю, абсолютного гегемона Центральной Азии, но и стал архитектором, мозгом и канцелярией для 5 величайших империй мира? Это уйгурский народ, чья письменность стала официальной для самой большой континентальной империи мира, Монгольской империи Чингисхана. А чиновники правили от Пекина до Киева и Тебриза. Добро пожаловать в историю уйгуров. Древние хроники Сунши в главе повествования об уйгурах пишут: уйгуры являются поколением потомков хуннов. Все началось в тюркском каганате. Китайская летопись Таншу сообщает: уйгуры храбры и сильны, искусны в конной стрельбе из лука, а тюркский каганат силами уйгуров геройствовал на севере. Уйгуры племени Теле занимают второе по иерархии положение в тюркском каганате, а уйгуры Эдизы – третье. В конце концов, уйгуры перехватили власть и разгромили тюркский каганат. Цзю Таншу сообщает: уйгуры атаковали тюркского кагана Баймэй-хана и доставили его голову в столицу Чиньянь. Синь Таншу подтверждает: уйгуры убили тюркского кагана Баймэй-хана и доставили его голову ко двору императора. Это была только прелюдия школы степной имперской государственности. Настоящая революция в степи началась, когда уйгуры создали в 744 году свою великую империю – уйгурский каганат. Уйгурский каганат – это первая письменная оседлая империя степи. Уйгуры построили города, создали сложную бюрократию, активно вели дипломатию и торговлю. После подавления восстания Ань-Лушани уйгурский каганат стал абсолютным гегемоном Центральной Азии, которому Танский Китай платил дань. Китайская энциклопедия Танхуэя под 839 годом сообщает: ряд лет подряд был голод и эпидемии, павшие бараны покрывали землю, выпадал большой снег. Синь Таншу подтверждает: в тот год было много болезней, голод и падеж скота, а вслед за ним открылась моровая язва и выпали глубокие снега. Началась великая столетняя засуха в степи. В 832 году уйгурский каган был убит от своих подчиненных. В 839 году министр Кулюк-бек восстал против кагана. Каган сам себя предал смерти. Кулюк-бек поставил каганом малолетнего Кэсси-Тигина. В следующем 840 году, роковом для уйгурского каганата, Синь Таншу пишет: старейшина Кулюк-бага-Тархан из уйгурского телесского племени Эдизов, соединившись с хагасами, со 100 тысяч конницы напал на уйгурский город Ардубалык, убил кагана, казнил Кулюк-бега и сожег его стойбище. Хойху поколения рассеялись. Танхуэя, Цефу Юаньгуй, Синь Таншу описывают бывшие земли уйгурского каганата как необитаемые. Род Хойху рассеялся, племена ушли, северная степь осталась без вождей. Гумилев в книге «Древние тюрки» пишет: Монголия на столетия превратилась в экологическую пустыню. Не было ни народов, ни городов, ни орды. Только к X веку степь вновь ожила под копытами киданий. Роберт Темпл, климатолог, рассказывает: после 840 года северные степи погрузились в тишину, изменение климата вызвало массовый голод и оставление долины Архона. Палеоклиматические данные озера Хар-Ус-Нур в Монголии свидетельствуют: между 830 и 920 годами наше количество осадков резко сократилось. Анализ пыльцы показывает опустынивание степи. Степь умерла на 100 лет, но родилась новая уйгурская цивилизация, оседлая. Уйгуры переместились в свои оазисы. В Кашгаре, Турфане и Ганьсу. Уйгурский каганат распался на 3 государства: Западно-Уйгурское ханство, Кашгарское ханство Карахана, Южно-Уйгурское ханство, Турфанский Идикут, Восточно-Уйгурское ханство, княжество Ганьчжоу. Из этих уйгурских государств наибольшего расцвета достигло Турфанское идикутство. Здесь уйгуры создали блестящую многорелигиозную цивилизацию с поголовной грамотностью. До нас дошли многочисленные археологические и письменные уйгурские памятники. А дальше начинается феномен, который можно назвать имперское наследие. Турфанское идикутство стало академией профессиональных чиновников для всех последующих империй Центральной Азии. Через 100 лет после экологической катастрофы и восстановления степи на северных землях уйгурского каганата киданьский гурхан Елюй Абаоцези основал государство Кидани, империю Лё. До этого Кидани 100 лет находились под властью уйгуров. Могущественная империя Лё заставила китайскую империю Сун платить ежегодную огромную дань и признать равной. Империей Кидани руководили 2 больших и разветвленных рода: Елюй, киданьский род императоров, и Ся, уйгурский род императриц. Все представители киданьского императорского рода Елюй могли жениться только на дочерях уйгурского рода Ся. Хроники Лео Ши пишут: при императоре Елюй Амбагай Тайцезу несколько тысяч семей уйгурской знати и лучших людей переселились в Линьхаун, верхнюю столицу Лео.
Империя Лио наследовала уйгурскую административную и титульную систему. На основе уйгурского письма была создана малая киданьская письменность. Уйгуры составили костяк администрации империи Лио, уйгуры писали законы и вели учет налогов. Киданьский император Шэн Цзун прославился как покровитель буддизма. Кидане считали буддизм уйгурской религией. В западных землях Лио также было распространено манихейство, распространяемое уйгурами. Кидане-манихеи упоминаются арабским историком Ибн Айласиром в записи о событиях XIII века. После падения империи Лио Кидане уходят на запад и образуют новую империю Кара-Кидани, Западный Лио, где влияние уйгур было еще значительнее. Империя Западная Лио победила государство караханидов и сельджуков и подчинила всю Центральную Азию, от Кашгара до Хорезма со столицей в Баласагуне. Государственный язык – киданьский и уйгурский, письменность – уйгурское письмо и киданьское письмо на основе уйгурского. Костяк администрации империи – уйгуры. Согласно древнему правилу, что императорский род Елюй мог жениться только на дочерях уйгурского рода Ся, все эти потомки императорского рода – уйгуры по материнской линии. Государство тангутов, империя Западная Ся, еще одна империя, построенная на уйгурском каркасе, основана в 1006 году на землях восточно-уйгурского эдикутства Ганчжоу, контролирующего восточный участок Шелкового пути. Хроники Сунхо и Я Цзига свидетельствует, империя Сися зависела от чая с северо-запада, и путь чая и лошадей непременно проходил через уйгуров. Уйгурским купцам в государстве Ся было даровано особое право беспошлинной торговли. Многие уйгуры служили при дворе империи Сися, ведая делами документов, перевода и торговли. Китайские источники фиксируют роль уйгуров как дипломатов, советников и культурных посредников с Китаем. Сунши предание о Западной Ся пишет, Ле Демен, вождь тангутов, отец основателя Сися, отправил уйгура послом к Сун, преподнес лошадей и верблюдов и просил даровать буддийские сутры. Письменность Сися – гибрид уйгурского письма и китайских иероглифов. Вождь Юаньха принял титул императора и хотел распространить свою власть на весь Китай. Сунский Китай согласился платить дань. В 1219 году Чингисхан попросил помощь у императора Сися. От имени императора Сися генерал Аше Ганьбу дерзко отказал, сказав, «Если у тебя нет сил, то по какому праву ты называешься ханом?» Это было публичное унизительное оскорбление. И Чингисхан не простил, сказав, «Я поклялся перед вечным синим небом, я покончу с ним». Через 6 лет его войска обрушились на Сися с такой яростью, что в 1227 году одна из самых культурных и развитых империй, построенная уйгурами Ганчжоу, была стерта с лица земли. Города и население уничтожены. И вот наступает следующий звездный час уйгуров. Уйгуры нашли никому неизвестного степного вождя Тимуджина и сделали его Чингисханом, великим ханом самой большой континентальной империи мира. Уйгур Тататунга в 1206 году короновал Тимуджина и вручил ему символ власти – государственную печать. После этого он стал именоваться великим ханом, Чингисханом, а народы-кочевники Цезубу – монголами. Гурхану западного Леочжулчу 1209 год принес огромное огорчение. Кара-китайская уйгурская империя финансировалась уйгурскими купцами, просившими Гурхана расправиться с их мусульманскими конкурентами в Средней Азии. Гурхан не справился с заданием. Уйгурский эдикут Турфан Абарчук убил его наместника и присоединился к Чингисхану. Юаньши сообщает, в год Цезис 1209 год эдикут Барчук, услышав о восходе Чингисхана на севере, убил киданьского наместника и возжелал присоединиться к монголам. Чингисхан провозгласил эдикута Барчука своим пятым сыном и выдал ему в жены свою дочь. Сокровенное сказание монголов, Табин и Дихут, одарили его милостями и поставили пятым сыном. Чингисхану предстояла война с чжурдженями, но для любой войны нужны деньги. Уйгуры деньги дали. Именно на деньги уйгурского купца Шавути молодой Чингисхан смог выжить, снабдить первые тумены прекрасным снаряжением и оружием, лучшими наемниками Великой Степи. Уйгуры стали для монголов учителями. Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни писал, так как у татар не было письменности, то Чингисхан повелел, чтобы дети татарские выучились грамоте у уйгуров, и те его законы и повеления, Есави Эхкам, запечатлели бы на свитках. И это, все записанное уйгурскими письменами, называют Великою книгою Яса. Великие ханы находились под влиянием рассказов уйгуров о величии уйгурского каганата и хотели видеть в молодом монгольском государстве его наследника. В результате советов уйгуров монголы приняли решение об основании своей столицы на месте бывшей столицы уйгурского каганата. Монголы верили, что это принесет им великую силу и удачу. Так, центром монгольской империи стала священная земля уйгуров, долина Архона на Атюкене. Что же уйгуры получили взамен от завоеваний Чингисхана и его сыновей?
Преференции монголов торговому синдикату уйгуров трудно переоценить. Уйгурским купцам были нужны товары для торговли. Они могли по дешевке скупить у монгольских воинов любое количество добычи, так как они были монополистами на шелковом пути. Покоряя государство, Чингисхан устанавливал свободное и беспошлинное прохождение уйгурских торговых караванов. Чингисхан же получал свою плату за услуги. Войско снабжалось по договору с уйгурским идикутом-просом, основной продукт питания армии, и шелком, вознаграждение командному составу. Монголы завоевали крупнейшие государства на шелковом пути, и все торговые города перешли под контроль и учет уйгуров. Монголам были необходимы грамотные чиновники и управленцы. Уйгурские грамотеи немедленно предложили свои услуги и получили должности не менее выгодные, чем даже торговые сделки. Чтобы поддерживать финансовый порядок на огромных территориях, снабжать регулярную огромную армию за счет налогов, была развернута единая фискальная система. Уйгуры просто скопировали систему уйгурского каганата. 10-я часть во всем с покоренных народов, закон времен уйгурского каганата. Тысячи грамотеев уйгуров оперативно провели переписи населения, оценили уровень доходов сословий, создали единую систему налогообложения и тарифов. Официальные документы империи Чингисхана писались уйгурским письмом на монгольском и уйгурском языках. Уйгуры стали советниками, идеологами, стратегами, чиновниками, писцами и переводчиками. Уйгуры стали мозгом монгольской империи. Все уйгурские имперские технологии, учет, отчетность, налоги и канцелярия пришли в русские княжества вместе с монгольскими войсками с уйгурскими чиновниками. Первую в истории Руси перепись населения провели чиновники уйгуры Битикчи Золотой Орды. Софийская летопись о переписи 1257 года сообщает: исчислили всех, не исключая знатных, ввели поголовный налог, ясак и сборщиков налогов баскаков, освободили православную церковь от старого налога десятины. Уйгуры принесли на Русь саму концепцию централизованного налогового учета, основу любого сильного государства. При Иване III в Московском Кремле появляется царский архив, точная копия дивана, центрального органа власти Золотой Орды. Даже технология сургучные печати на шнурах один в один, как на ярлыках Золотой Орды. Ордынский диван стал прообразом российских приказов, а уйгурские традиции делопроизводства легли в основу работы русского государственного аппарата. Москва переняла не просто уйгурские слова, а целые институты власти. Русский историк Морозов в труде «Древнерусская надпись» уйгурским письмом пишет: многие русские документы XV века несут на себе знаки сложной формы, получившие название дьяческих монограмм. Они идентифицированы как записи на уйгурском языке в уйгурском письме. Все эти памятники установили факт службы дьяков уйгурского происхождения при дворе великого князя, что очень важно для истории русского документа. Поделать грамоту с уйгурской надписью не представлялось возможным. На фрагментах русской рукописи XIV-XV века были обнаружены уйгурские слова. Неизвестно, кто был владелец рукописи, русский или уйгур. Но это был образованный человек, владевший уйгурским письмом и имел отношение к уйгурской культуре. О степени распространенности уйгурского письма свидетельствуют уйгурские надписи на русских актовых материалах. Например, в подлиннике жалованной грамоты великого князя Московского Василия II 1435 года была обнаружена уйгурская резолюция. Булай-Унгурдук в таком виде одобрили. Или духовная грамота 1453 года княгини Софьи, на которой на уйгурском языке уйгурским письмом обозначена дата Алтмышдану Баряйкида, что переводится 60-го года 2 ноября. Подобная уйгурская надпись Андрея Битикчи найдена на духовной митрополитой Акинфа. Алтмыш Етыда январянын он Етыда, то есть в 67 января 17-го. Надпись принадлежала не уйгурским Битикчи, эти надписи принадлежали русским писцам, и подтверждает, что на Руси вплоть до 15-го столетия русские писцы владели и использовали уйгурскую грамоту. А там Алик Джувейни писал про Золотую Орду. Они считают уйгурский язык и письменность вершиной знания и учености. Русская хроника «Казанский летописец» 17 века пишет: в 1554 году Иван Грозный, захватив Казань, взял в плен 300 уйгурских книжников и заставил учить русских дьяков хитростям писарским. Итак, что же на самом деле принесла уйгурская бюрократия на разрозненную, удельную Русь? Она принесла технологию централизованного государства. Вместо хаоса междоусобной розни русских князей появился единая вертикаль власти – Каган, который на Руси стал называться царем, а позже императором. Через ярлыки на княжение была выстроена четкая иерархия, которую Москва позже скопирует в виде самодержавия. Ясак, перепись, сборщики налогов баскаки – это уже не грабеж. Это государственный фискальный аппарат, основанный на учете.
на единой правовой и налоговой системе. Уйгурские администраторы, сами будучи буддистами, и манихеями, и несторианами, принесли с собой имперский принцип – веротерпимость и поликонфессиональность. Ханские ярлыки, освобождавшие церковь, мечети и пагоды от налога – это имперская технология управления и объединения народов разных рас и вероисповеданий в единую империю. Этот принцип Москва унаследует для управления своей будущей империей. Таким образом, уйгуры были не просто советниками и бюрократами. Они были трансляторами имперского кода. Уйгурские чиновники принесли на Русь тот самый организационный и идеологический инструментарий, который позволил ей превратиться из множества враждующих княжеств в единое мощное централизованное государство, способное впоследствии стать империей. Внук Чингисхана, Хулагу в 1256 году основывает в Древней Персии свою империю, Улус-Хулагу, государство Ильханов. Для управления империей монголы привезли с собой уникальный административный спецназ уйгурских чиновников. Академик Бартольд писал, число монголов, способных занимать культурные должности, всегда было очень незначительно, и эти должности до конца владычества монголов оставались в руках уйгуров. Канцелярия государства Ильханов первое время почти полностью находилась в руках уйгуров. Самый яркий пример – Куркус, уйгурский чиновник, который начал карьеру в Золотой Орде, а потом был переведен в Иран и стал наместником Хорасана. Он не просто ввел фиксированные налоги, он восстанавливал то, что разрушила монгольская армия. При нем были отстроены города Туса и Герат. Но как осуществлялось управление в стране, говорящей на персидском языке? Уйгурские чиновники ввели в Иране свою официальную письменность на основе уйгурского письма. Представьте, в сердце персидской культуры, с ее тысячелетней традицией арабской вязи, все государственные документы писались уйгурским письмом. Согласно трактату Дастур аль-Катыб, в канцелярии существовало 3 высшие должности. Бахши ведали составлением указов на монгольском и уйгурском языке уйгурским письмом. Улуг-битикчи отвечали за учет налогов и ведение реестров, опять же, уйгурским письмом. Мунши работали с арабской графикой для переписки с мусульманскими правителями. Высшая административная власть требовала безупречного знания уйгурского письма и уйгурского языка. И все указы начинались с сакральной уйгурской формулы «Сазумус» – «наше слово». Эта уйгурская формула власти была настолько важна, что ее использовали еще столетия после падения Ильханов, при Тимуридах, Каракаюнлу и Акакаюнлу. Влияние уйгуров не ограничивалось управлением и указами. Они внедрили в Иране свой уйгурский 12-летний животный календарь. Он сохранялся в Иране вплоть до 1925 года. 700 лет персы отмечали год дракона или год тигра по календарю, принесенному уйгурами. В 30 километрах от Мосула, в сирийском христианском монастыре Марбехрам сохранилась каменная плита с надписью на сирийском и уйгурском языках. Она была сделана в 1295 году в честь визита хана Байду, который благоволил христианам. Текст на уйгурском гласит: «Да будет благодать и благословение Хидра Иляса на Ильхане, на господах и госпожах». Уйгурский язык был не просто государственным канцелярским языком. Он был языком межконфессионального диалога и имперской легитимации в глазах всего многонационального населения империи. Уйгурский язык стал литературным стандартом для тюркского населения Ирана. Местные агузские племена говорили на своем наречии. Но именно уйгурский письменный литературный язык лег в основу формирования литературного языка иранских тюрков, позже названный азербайджанским. Мы говорили о языке, календаре и администрации. Но уйгуры не только управляли Персией, но и изменили ее искусство. Исламская традиция запрещала изображение людей и животных, но в эпоху Ильханов произошел взрывной расцвет персидской книжной миниатюры с яркими изображениями людей, царей, животных и битв. Как это стало возможным? Ответ – это влияние уйгурской культуры. Уйгурская культура в то время расцветала в турфанском идикутстве под сильным влиянием буддизма и манихейства и не знала запретов. В манихейских книгах уйгурского каганата и буддийских храмах Турфана уйгуры столетиями создавали сложные росписи и иллюстрации с Буддой и мифическими существами. Когда уйгуры со своими традициями прибыли в Иран, они привезли свою культуру. Уйгурские буддийские мастера и манихеи стали катализатором художественной революции в Иране. Так возникли величайшие шедевры тибрисской школы миниатюр Шахнаме или Джами ат-Таварих Рашид ад-Дина. Это была художественная реконкиста, изменившая культурный ландшафт Ближнего Востока навсегда. Уйгурское наследие пережило саму Монгольскую империю. Амир Тимур, создав свою империю, уделял большое внимание развитию дворцовой историографии, которой была поставлена задача описывать его многогранную деятельность. Первыми летописцами были уйгурские историки, составлявшие в стихотворной форме на уйгурском языке хронику походов и деятельности Тимура.
Позже были привлечены и персидские историки, но интеллектуальной основой империи оставалась уйгурская письменность, ставшая официальным письмом империи Амира Тимура. Перед решающей битвой с Тохтамыш-ханом Золотой Орды в 1391 году Тимур приказывает высечь на скале у горы Алтын памятную запись, так называемая Карсакпайская надпись. 8 строк основного текста на уйгурском, выполнены виртуозно, самодостаточно. Всего 3 строки на арабском, лишь коранические формулы, выполненные на периферийной неровной поверхности. Резчик прекрасно владел уйгурским письмом, но плохо знал арабскую графику. Вывод очевиден: уйгурское письмо и язык были государственными, а арабское лишь религиозным дополнением. Потомки продолжили его традиции. До нас дошел официальный документ эпохи тимуридов на уйгурском языке уйгурским шрифтом, изданный в 1398 году сыном Тимура Мираншахом. В конце XIV – начале XV века, когда арабская вязь господствовала в религиозной сфере, светская власть империи Амира Тимура продолжала говорить на языке уйгурских чиновников. Настоящим апогеем уйгурского влияния стал гениальный поэт Алишер Наваи. Мерзаду Глад в хронике Тарих и Рашиди сообщает: Наваи был из рода уйгурских бахши. В начале 15-го столетия значение уйгурской письменности в литературной, научной и культурной жизни региона было весьма высоким. Творческая элита, в частности, Мавлан Лутфи, Сакаки и другие именитые авторы получили свое образование посредством уйгурского письма и чаще всего пользовались им в своем творчестве. В литературных и научных кругах Хорасана и Мавераннахра был большой спрос на уйгурские переводы произведений, которые писались с сохранением древних уйгурских письменных традиций. Но в рукописи Мирадж-наме, которая хранится в Париже, мы сталкиваемся с явлением еще более глубоким – уйгурской эстетической гегемонией. Мы видим четкое, почти иерархическое разделение. Основной текст изложен на уйгурском чагатайском языке, переписан уйгурским письмом в самом центре. Аяты Корана и хадисы на арабском вписаны на полях. Это не просто оформление, это визуальная иерархия, где уйгурская основа несет нарратив, а арабская лишь добавляет религиозные акценты. Эта рукопись, содержащая сугубо исламский сюжет, вознесение пророка, оформлена как буддийская или манихейская уйгурская книга с миниатюрами. Уйгурские художники, веками рисовавших бодхисаттв и божеств в росписях Турфана, применили свой тысячелетний опыт изобразительного искусства к исламской книге. Уйгуры были не просто поэтами и переводчиками текстов, они были творцами, которые определили развитие литературы и искусства всей эпохи тимуридов. Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи великих моголов в Индии. Потомок Тамерлана и Чингисхана, он был родом из Чагатайского улуса, бывшей территории уйгурского каганата. Государственный язык – уйгурский, а административная система – та самая монголо-уйгурская, оточенная за века. Показательно, что свой главный труд Бабур-наме он написал на уйгурском языке уйгурским письмом. Когда Бабур покорял Индию, он привел с собой не только армию. Он принес имперскую машину, унаследованную от монгольской государственности, выстроенную уйгурами. Блестящая административная система великих моголов – это не что иное, как прямое развитие и финальный расцвет той самой уйгурской имперской модели. Уйгурская имперская модель, родившаяся в уйгурском каганате, пройдя через империю Ля, Кара Китая, Монгольскую империю, Персию, Древнюю Русь, империю Амира Тимура и достигла своего апофеоза в одной из величайших империй в истории человечества – империи великих моголов.